Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу atr.tv, а также можете звонить по вайберу абсолютно бесплатно. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, ссылку вы видите сейчас на ваших экранах, можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей и угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Среди лиц, добавленных в санкционный список, есть представители правоохранительных органов, то есть судьи, прокуроры и силовики, ответственные за выполнение российского законодательства на незаконно оккупированных территориях Крыма и Севастополя. Давайте послушаем цитату Совета ЕС. Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя. Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Більше того, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Я рада представить гостя нашей студии Дмитро Потуркін, аналітик, засновник та член редколегії, автор інформаційного ресурсу Петро і Мазепа. Пане Дмитро, вітаю вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Пане Дмитро, вот такие персональные санкции в отношении коллаборантов с временно оккупированного Крыма, насколько могут быть эффективными? Знаете, на самом деле пока это больше политическая декларация, чем эффект. Но это только пока. Пока Россия достаточно сильна, и пока подсанкционные люди, они могут себя полностью связать с Россией. Как только их позиция России пошатнется, и человек, который уже раз предал, а это люди, которые уже раз предали, они захотят найти новую тихую гавань, у них не получится. И вот здесь, я думаю, для своего будущего все эти люди должны четко понимать, что они уже помечены черной меткой. То есть эти санкции будут действовать только в долгосрочной перспективе? Конечно, это только долгосрочная перспектива. Если мы говорим о персональных санкциях, да, конечно. исключительно. Ну, я говорю, пока есть альтернатива. Пока у людей есть альтернатива. Им запрещается, но у них есть альтернатива. Как только альтернатива перестает быть, запрет становится действенным. Но если мы говорим о том, что Украина преследует политико-дипломатический путь возвращения территорий, и основным элементом политико-дипломатического пути является санкционное давление, тогда как это работает? Санкционное давление, мы говорим о том, главное, это не личные санкции. Мы говорим о том, что агрессор должен нести максимальные издержки по содержанию оккупированной территории. То есть мы говорим сейчас о секторальных санкциях. О секторальных санкциях, о санкциях, связанных с небом, о санкциях, связанных с морем, и главное, о санкциях, связанных с невозможностью получения технологий, невозможностью интеграции данной территории в современный информационный мир, открытый информационный мир. Вот эти санкции наиболее эффективны. Плюс ко всему, наиболее эффективно, если международное сообщество будет постоянно находить красные линии несоответствия международного права и того права, которое на оккупированных территориях реализует Российская Федерация, и вклиниваться в эти несоответствия. Как мы помним, проход Дефендера. Так. Вот это оно и есть. Когда вот идет военный корабль, он идет по украинским территориальным водам, и это все признали. Но это такой политический. Это не политический. Это не политический месседж. Это как раз вот те нюансы, когда ты можешь вклиниться, и Россия должна что-то сказать, а она не может сказать ответ.
То есть она, получается, не выполняет, не защищает свою территорию, они считают своей территорией. То же самое у нас есть Керченский пролив. Вот если бы то же самое произошло в Керченском проливе, это было бы намного более жестче. И международное сообщество, в конце концов, я думаю, придет к тому, чтобы обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе. И вот это жестко. Понимаете? Открытое небо. Небо над Крымом. Вот та же самая ситуация. Пролеты над Крымом под управлением диспетчеров, украинских диспетчеров и так далее и тому подобное. Вот если это начнутся делать массово, если действительно начнутся санкции против кораблей, заходящих в Крым, если действительно начнутся жесткие санкции против компаний, летающих в Крым, если действительно будут санкции против компаний, поставляющих технологии в Крым. Турбины Siemens поставили? Поставили. Какие-то санкции были? Не было. Вот именно ужесточение вот этого давления, причем системное давление. Понимаете? Проблема в том, что давление должно быть системное. Мы не можем сразу решить вопрос. Но если мы будем арестовывать каждое судно и подавать в суд на каждое судно, которое заходило в Крым, потом пытаться его арестовать в нейтральном порту, в конце концов мы обеспечим то, что сюда не будет заходить. А что для этого нужно? Какие сегодня Украина должна предпринимать меры и действия, чтобы ужесточение санкций в том виде, которое вы озвучили выше, оно вот было применимо? Украина должна начать это делать на постоянной основе. Отслеживать. Вы заметите, у нас очень многие вот эти информационные поводы отслеживания судов, заходящих в Крым. Но этим занимается, кстати, прокуратура автономной республики. Да, но у нас очень много занималось общественников. А вот действительно, мы знаем только несколько случаев ареста таких судов. Заходы, это сотни. Это тысячи уже судов заходов было. А мы знаем там 3-4 ареста. Понимаете? То есть на самом деле нет системной работы. И это наша вина. Это должна быть наша работа в первую очередь. Потому что за нас этого никто не сделает. Евросоюз, он не будет проводить жесткую санкционную политику. Евросоюз будет всегда в кильваторе отношений с Украиной. Вот, знаете, вы даете что-то, вы сделали санкции, мы поддержим. Но если вы ничего не делаете... Мы такой пример для Европейского Союза должны подавать своими действиями. Мы воюем, а они нас поддерживают. За нас воевать никто не будет. Безусловно. Вот, собственно говоря, разграничение. Раз уж мы заговорили про Европейский Союз, давайте остановимся на этой теме подробнее, учитывая, что прошел сегодня саммит Украина-ЕС. В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, брюссельские чиновники, президент Европейского Союза Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Саммит призван определить дальнейшие ориентиры для сотрудничества Украины с Европейским Союзом. Также по итогам саммита был обнародован текст итогового заявления, и версию документа опубликовал офис президента Украины, и я предлагаю вместе послушать основные тезисы этого заявления. Київ і Брюссель підтверджують незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС на основі угоди про асоціацію та передбаченої нею поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, як це закріплено в угоді про асоціацію. Саме її ефективна імплементація має привести до подальшої поступової економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Брюссель відзначив значний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформування. Київ погодився з необхідністю подальшого посилення цих зусиль. Серед реформ, на яких акцентує ЄС, історичне відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, всебічне та послідовне впровадження судової реформи, що залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та її майбутнього успіху, відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна. ЄС закликає Україну до подальших зусиль задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади. Водночас ЄС привітав зусилля України, її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів, деолігархізація, у тому числі шляхом прийняття відповідного закону. Україна та ЄС рішуче засуджують очевидне порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. ЄС не визнає та продовжуватиме засуджувати незаконну
незаконну анексію Криму, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також проведення виборів до Державної думи Російської Федерації. Київ та Брюссель закликали до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних та ув'язнених осіб на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримсько-татарських активістів. ЄС вітає започаткування Кримської платформи, а також підтримує реалізацію положень її спільної декларації. Пане Дмитро, на ваш взгляд, оправдал ли саммит ожидания наших властей? Саммит стал хорошим информационным поводом. Саммит еще раз показал, и это действительно очень важно здесь, о том, что, наверное, смотрите, главное, наверное, не то, что ЕС осуждает российскую агрессию. Да. Главное, что ЕС в очередной раз указала, что конфликт, что она существует, российская агрессия, и признала Россию агрессором. Это то, что очень важно, с учетом того, что Россия проводит свою идеологию и свой базовый месседж о гражданской войне. И вот здесь мы еще четко показывается, что ЕС понимает расклад ситуации, и вот это, наверное, в этом обращении самое позитивное. То, что ЕС поддерживает наши реформы, это надо нам. А то, что ЕС поддерживает нас в нашем противостоянии с Россией, в нашем отражении российской агрессии, это уже действительно очень важная политическая декларация. Но там, правда, еще было дальше следующее, что урегулирование на основе Минских соглашений. Да. И вот здесь ЕС показывает немножко беззубость, к сожалению. Но ведь Украина сама же для себя определила Минские соглашения. Да. И тут проблема в другом. Тут проблема в том, что мы еще до сих пор не вышли из Минского формата. А должны? А вы понимаете, смотрите, давайте так, разве мы сможем сейчас использовать Минск как нейтральную площадку для переговоров? Вы имеете в виду территориальную Беларусь? Да, конечно. Ну, это Минские соглашения, это Минская группа, да, территориальная Беларусь. Украина не признала результаты выборов в Беларуси. То есть нам надо менять формат. Значит, надо менять формат. Второе, Минские соглашения... А может, легче поменять просто место проведения? Это и есть формат. Угу. Второе. Минские соглашения, с ними уже очень жестко увязана формула Штайнмайера. Так. К сожалению. И помните, последний саммит нормандский был четко в декларации Минские соглашения, формула Штайнмайера. А чем опасна формула Штайнмайера? А получается, знаете, вот где водораздел поддержки Европы? Поддержки Европы нашим... в нашей войне с Россией. А водораздел очень простой. Европа хочет урегулирования конфликта. Урегулирование конфликта может быть в нескольких вариантах. Урегулирование конфликта, сохранение статус-кво доконфликтное. Урегулирование конфликта, изменение статус-кво. Минские соглашения на самом деле предусматривают изменение статус-кво. По Минским соглашениям появляется отдельная территория. Мы должны внести изменения в Конституцию с особыми условиями функционирования в местном порядке самоуправления. Правильно? Да. Это значит новое статус-кво. Нас не устраивает новое статус-кво. Получается, нынешний статус-кво выгоден нам? Нынешний статус-кво не выгоден никому. Но мы хотим восстановления статус-кво до российской агрессии. Да. Европа согласна на то, что будет некий нейтральный статус-кво, в котором мы сделаем некие уступки России. Европа на это согласна. Понимаете? И вот здесь тот водораздел... Статус-кво предполагает конфедерацию в нашей стране. А скажите, вот Европе надо, чтобы закончился конфликт на территории Европы вооруженный? Или Европе надо сохранить целостность Украины? Но здесь важно, что надо нам. Правильно. А мы говорим сейчас, а где та граница, за которой Европа жестко поддерживает нас, и где-то граница, где Европа готова уступить наши интересы. Вот мы ее уже указали. Так. Что, да, Европа будет жестко поддерживать. Европе ни в коем случае не нужен любой конфликт. Затихающий, горячий конфликт на территории Евросоюза. Потому что война на территории Европы – это беженцы, это экономические проблемы, это невозможность для Европы использовать российские ресурсы в своей экономике. Поэтому Европа хочет урегулирования. Но а мы должны требовать от Европы урегулирования на наших условиях. И вот этот водораздел очень четко прослеживается даже в этом саммите. А что может быть альтернативой Минску?
Альтернативой Минску должен быть другой процесс, который и действительно включение, расширение участников. Альтернативой Минску должен быть процесс с включением европейских стран, включением Великобритании, включением США. Потому что сейчас, опять же, есть второй... Будапештского меморандума. Конечно же. Потому что сейчас мы говорим, Минск связан с нормандским форматом. Нормандский формат, к сожалению, выгодит две самые пророссийские страны Европы и России. И мы против них. Так, но это, к сожалению, так. Ну, к сожалению, так. И поэтому нам надо менять этот формат. Нам надо выходить из этого формата. И иначе, до того, как мы будем находиться в этом формате, да, сейчас сохраняется статус-кво, сейчас сохраняется патовая ситуация. Сколько она может сохраняться? А как заставить Россию согласиться на изменение этого формата? А это только давление мирового сообщества. Понимаете, просто мы должны четко понимать, что никто за нас воевать не будет. Когда-то один дипломат из посольства Соединенных Штатов мне сказал: мы никогда не признаем аннексию Крыма, как не признали аннексию прибалтийских государств перед Второй мировой войной. Мне это очень не понравилось. Понимаете, они не признали аннексию прибалтийских государств, но при этом они воевали на одной стороне с Советским Союзом, они сотрудничали с Советским Союзом. Да, то есть можно долго не признавать. Да, то есть это можно долго не признавать. И вряд ли бы прибалтийские государства получили независимость и стали странами Балтии, если бы Советский Союз не развалился. При всем непризнании США аннексии, правда? Вот и все. А я не уверен, что Россия в ближайшее время развалится. Потому что вся геополитика сейчас говорит о том, что Россия нужна целостная. И американцам Россия нужна целостная США. Они никогда в жизни не позволят России развалиться, потому что тогда Россия поделится на зоны влияния Евросоюза, усилит Евросоюз, и Китая усилит Китай. Что в данном случае тогда сейчас уже нужно делать Украине? Усиливать международное давление экономическое на Россию только? Украине надо включать в переговорный процесс наших основных союзников. А вы думаете, в рамках переговорного процесса можно урегулировать войну? Нет. Но переговорный процесс позволяет выработать те механизмы воздействия, которые в конце концов позволят нам выстроить статус-кво. Мы должны быть реалистами, да? Наши танки никогда не будут на Красной площади в ближайшей перспективе. У нас слишком разный военный потенциал. Наша победа – это сохранение статус-кво на начало агрессии. То есть возврат территорий, возврат Крыма. Все. Это наша победа. Для этого мы должны сделать очень трудным, очень дорогим удержание Крыма любыми методами. И для этого мы должны четко выстроить идеологию, при которой Россия сама откажется от поддержки ОРДЛО, оккупированной территории. Все. Ну вот ряд политических аналитиков, даже военных, говорят о том и экстраполируют ситуацию в Нагорном Карабахе и в Карабахе, в принципе, которая произошла вот буквально год назад, на Украину экстраполируют, на Донбасс, на Крым, и говорят о том, что да, Минские соглашения, или не только Минские соглашения, а там, вы знаете, тоже были Минские соглашения с участием таких сильных стран, в том числе и как Соединенные Штаты Америки и Франция, длились эти Минские соглашения, но так или иначе Азербайджану пришлось воевать спустя 30 лет за освобождение своей территории, пришлось воевать за пояс безопасности, за Карабах и за Нагорный Карабах. И говорят о том, что через какое-то время, когда Украина крепнет с военной точки зрения, с экономической, политической, дипломатической и так далее, ей все равно придется воевать за деоккупацию своих территорий. Вы согласны с такой позицией? Вы представляете, какое тотальное преимущество мы должны иметь для того, чтобы военным путем отвоевать оккупированную территорию? Азербайджан имел тотальное техническое, технологическое военное преимущество. Плюс ко всему прочему, там были безлюдные места. Осенняя война 2020 года велась практически в безлюдной местности. Это пояс безопасности, из которого было выгнано азербайджанское население.
в котором не было армянского населения. То есть там буквально несколько поселков. И вот эта война проходила... Знаете, это как во время Второй мировой войны, войну в Африке считали чистой войной, потому что там не было мирного населения, жертв мирного населения, все было в пустыне. Вот здесь была практически такая же чистая война. Но при этом не нужно упускать из вида международную конъюнктуру. А теперь посмотрите, мы говорим о Донбасской, например, о Донецкой агломерации. Миллионный город. То есть вы считаете, что без тотального технического преимущества военного можно захватить миллионный город без жертв мирного населения? А теперь посмотрите на Европу и подумайте, вот эта Европа, не поднимет ли крик, если наша война затянется больше, чем на время, необходимо им для формирования дипломатической позиции. Тут не азербайджанский сценарий, тут хорватский сценарий. Когда так раз, вот должно быть достигнуто такое военное преимущество, когда вот раз и вот пока все соображали, уже территория была освобождена. Но я не верю, что в ближайшее время мы сможем это сделать. Но давайте будем реалистами. Еще Россия, громадный военный потенциал России. И еще фактор ядерного оружия у этой страны. И, к сожалению... Это все возможно, как говорят ряд аналитиков, в том случае, если Россия ослабевает, начинается внутриполитическая ситуация, ослабевает, усложняется, народ встает, меняется международная конъюнктура, и в этот момент, как, впрочем, Россия воспользовалась ситуацией Украины в 2014 году, Украина действует. Да, но поймите, у Украины не было ядерного оружия. Ядерное... Никто не даст развалить Россию, потому что в России есть ядерное оружие. И если, не дай Господь, эти технологии попадут кому-то, не дай Господь, если ядерный чемоданчик вдруг потеряет своего хозяина в Кремле. Скажите, кто-то в мире готов, чтобы ядерный чемоданчик в Кремле потерял своего хозяина? Ну, так случайно, вот он взял куда-то и ушел. А это автоматическая система. Понимаете? Тут надо четко понимать. Россию должны довести до состояния, когда она должна это отдать. Это невозможно будет сделать жестким методом. Это должно быть делать постоянное давление и тогда отдача. А вот захват территории, еще Крым теоретически возможно из-за плотности населения, но Донецкая агломерация это нереально. Собственно, давайте к следующим не менее важным новостям. Обсудим. Россия и США могут возобновить двусторонние консультации по урегулированию войны на территории Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет подниматься во время переговоров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Москве. Давайте послушаем цитату. Существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины. Также сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о следующем, цитирую: «Ранее существовал формат обмена мнениями вокруг украинского кризиса. Этот формат работал, американцы консультировались с немцами, французами и нами. Таким образом, они получали информацию с первых рук и могли сопоставляться позиции об участников нормандского формата. В рамках такого обмена мнениями мы не исключаем такие контакты. То есть у президента России Путина допустили восстановление постоянных контактов США по урегулированию войны на востоке Украины, и в частности на уровне заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по концепции Сурков-Волкер». И сейчас, как вы думаете, возможно ли восстановление такого формата переговоров, только уже с другими участниками, с другими фамилиями и именами? Козак, Нуланд. Я думаю, нет. Почему? А потому что за последний... Зачем тогда Нуланд встречаться с Козаком? Вот смотрите, на самом деле ситуация очень интересная. За последний год дипломатическая война между США и Россией дошла до такого пика, что у них вообще, для того, чтобы страны взаимодействовали, у них должны быть взаимные проникновения дипломатической структуры. У них сейчас дипломатов нет. И первый вопрос, который Нуланд, собственно говоря, разруливает, и у них не получилось разрулить сейчас, это восстановление правил работы дипломатических миссий в странах. А без этого невозможно. То есть, вы понимаете, они не то, что не решают сейчас вопрос стратегически, они просто договариваются о механизме взаимодействия.
Потому что, и опять же, это инициатива США. США необходимо взаимодействовать с Россией по определенным направлениям. Для того, чтобы взаимодействовать, нужна система. Для того, чтобы была система, надо хотя бы восстановить дипломатические представительства в численности, в правах. Сама Нуланд была под санкциями, только для того, чтобы эта встреча была. Всего лишь с 2 человек с нее и с россиянина одного, да, сняли взаимные санкции. Да. Вот в этой точке находятся отношения сторон. И вы говорите сразу, что они начнут о чем-то говорить. Они сейчас должны хотя бы создать инфраструктуру, которая позволяет им о чем-то говорить в будущем. Тем более сейчас, я думаю, в фокусе политики США Россия нужна совсем не для того, чтобы говорить о Донбассе. У них есть некие задачи, которые они хотели бы обсудить с Россией. У них есть проблема Афганистана, большая проблема. У них есть Китай. И дрейф России в сторону Китая, которые не опасаются. И тут у них должны быть некие секторальные переговоры. И вот я так понимаю, что сейчас переговоры с Козаком не потому, что кто-то будет что-то урегулировать. Просто когда 2 страны начинают пытаться восстановить отношения в каких-то направлениях, то обычно происходит таким образом. Да? Давайте мы с вами будем сотрудничать тут, но у нас вот такой ворох взаимных претензий, поэтому мы тут описываем красные линии и говорим. И он это сказала, что ее главная задача обеспечить сотрудничество на существующем этапе. Да? То есть вот как мы начали, так вот давайте просто обеспечим. Но для того, чтобы это было... Может быть на существующем этапе предметом для переговоров. На существующем этапе могут быть красные линии просто очерчены. Да? То есть мы с вами будем дальше говорить, если вы не будете делать вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. Вот тут и нужен Козак. Но не более того. И опять же, заметьте, для вот этой миссии налаживания отношений Байден взял Нуланд, которая, не то что ненавидит Россию, она дипломат, это слишком жестко, но она критически относится, так скажем, к российскому руководству, а ЕС считает недоразумением. То есть этого человека послали налаживать отношения. То есть вы понимаете, что это четкий сигнал того, что да, мы хотим наладить отношения, но будет вам очень сложно. Поэтому мне кажется, что говорить о том, что они будут о чем-то договариваться и формировать некую новую позицию по Украине, это вообще за пределами. Джозеф Байден во время своей предвыборной кампании четко проартикулировал, что для него во внешней политике приоритетом будет Украина. И все же здесь тогда возникает вопрос, а каким тогда образом Джозеф Байден планирует выполнять У Джозефа Байдена сейчас есть большущие 2 проблемы. Я сказал, Китай и Афганистан. Первое. Они ушли из Афганистана, да. И Афганистан становится очагом напряженности. И вдруг оказывается, что между очагом напряженности и, понимаете, Америка это все-таки глобальная страна, которая гарант стабильности в мире. И она была гарантом стабильности в регионе. Она была гарантом стабильности в Афганистане. Правильно? Она ушла из Афганистана. И то, что будет в Афганистане, на самом деле, это небольшая имиджевая потеря для Америки. Но вот если Афганистан станет генератором нестабильности в регионе, это уже большая имиджевая потеря для Америки. А что стоит между Афганистаном и, например, захватом, возможным талибом создания напряженности в Туркменистане? Российские пограничники. Это могло быть стратегической целью США? Там стоят российские пограничники. И значит уже появляется... Создание проблемы для США в Центральной Азии. Для России, то есть. Опять же, это не... Америка теряет свой имидж. Из-за маленькой проблемы России мы говорим о потере своего имиджа. Тем более, что если Россию выдавливают из Туркменистана, то кто там появляется? Китай. Скажите, вот в стратегии Америки продвижение Китая на Запад входит? Чем вы тогда объясняете уход американцев с Афганистана? Отсутствием перспективы. То есть проект Афганистана был абсолютно конечный. В конце концов, проект стал абсолютно бесконечный. И то, что показало потом уход, собственно говоря, американцев, показал, что бесперспективность проекта. Потому что при всем вложениях громаднейших инвестиций, при всем вложении средств, вооружения,
воевать за свою страну никто не захотел. Да, но можно же было выйти более подготовленными, так как вот мы увидели выходили. Ну, вы знаете, я так понимаю, что вообще-то решение о выходе было Трампа. Да. А Байден уже тут как... Чем быстрее мы сходимся, чем быстрее свертываемся. Опять же, неподготовленность США была не неподготовленностью США. Неподготовленность США – это была неготовность афганцев даже в таком режиме воевать хотя бы месяц за свою страну. Ведь проблема-то была не в США. США просто делали себе график выхода, да, при котором они надеялись, и вы же помните, вначале говорили, что несколько лет точно продержится правительство в Афганистане. Разведка США говорила. Да, говорила, правда? Как минимум год. Да. И вот получилось так, что она не продержалась не только год, она даже не продержалась до полного выхода США из страны, понимаете? Поэтому тут уже не вопрос к США. Тут вопрос к бесперспективности того проекта, который реализовывала США в Афганистане. Бесцельности. И опять же, то, что мы говорим сейчас, Европа не будет воевать за Украину, а США не воевала за Афганистан. Зачем США ложить жизни американцев за Афганистан, если афганцы не хотят воевать за свою страну? Все могут только помогать. Мы будем воевать, нам будут помогать. Мы будем выстраивать позицию, нам могут помогать. Афганцы не захотели воевать за свою страну. Кто им будет помогать? Отошли мы немного от темы формата. Я хочу вернуть нас к предмету дискуссии и подключить к нашему эфиру российского социолога, публициста Игоря Эйдмана. Он сейчас с нами на прямой связи. Пане Игорю, вітаємо вас. Салям алейкум. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пане Игорю, Виктория Нуланд находится с официальным визитом в Российской Федерации, и уже есть ряд новостей. В частности, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что в принципе у президента России допускают восстановление постоянных контактов США по урегулированию войны на востоке Украины на уровне заместителя главы администрации Дмитрия Козыка и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. На ваш взгляд, какова вероятность того, что вот такой переговорный формат будет восстановлен по аналогии Волкер-Сурков, и будет ли он, на ваш взгляд, эффективен? Вполне вероятно, что такой переговорный формат будет восстановлен, но абсолютно очевидно, что он эффективен не будет. Все эти игры, да, в какие-то международные переговоры по поводу вот так называемой проблемы, да, на востоке Украины, по сути, по поводу российской агрессии в Донбассе, да, и аннексии Крыма. Вот все эти как бы разговоры о том, что там будут какие-то переговоры по этому поводу, это все попытки российских властей, что называется, усыпить бдительность западных партнеров, так называемых партнеров, и как-то, значит, отсрочить какие-то жесткие, резкие санкционные меры против Кремля. То есть они, у них же как уголовная психология, и вот они знают, что для того, что уголовники так часто делают, что если они имеют дело там, с кем угодно, да, с какими-то полицейскими или какими-то представителями закона, они пытаются навешать, что называется, лапшу на уши, гнать пургу, чтобы запутать человека и как-то, собственно, самим из этой ситуации для них стрёмный выпутать. Вот, по сути, они вот и вешают лапшу на уши американцам, европейцам, ведут какие-то бессмысленные, бесполезные переговоры, которые не приводят к никаким результатам. Ну, тот же Минский формат и вот этот формат с Соединенными Штатами. А европейцы, американцы, как люди другой культуры политической, они не могут отказаться от каких-то переговорных процессов, потому что они знают, да, у них так принято, что худой мир лучше доброй ссоры и лучше любые переговоры, чем обострение отношений, тем более, чем война. И поэтому они, собственно, на это все и ведутся, и в эти все аферы, да, которые навязывает Кремль, они в эти аферы каким-то образом включаются и подыгрывают фактически своим участием вот этому мошенничеству Кремля на международной арене. А как вы думаете, статья Дмитрия Медведева, которая была опубликована накануне визита Нуланд в Москву, она каким-то образом может быть связана с этим визитом, где он, в частности, говорит о том, что бессмысленны любые переговоры с нынешним политическим руководством Украины? Ну, каким-то косвенным образом, может быть, это и связано, но я думаю, что Медведев тут пытается напомнить о себе и сыграть. Дело в том, что Медведева четкое такой имидж в российских правящих кругах, что он слабак.
и чуть ли не полулиберал, скрытый, криптолиберал. Вот. И, собственно, ему вменялось в вину, когда он был президентом, и это главное, что ему вменялось в вину со стороны силовиков, что он якобы не проявлял жесткости с американцами и сдал том, что американцам Ливию. Это прямым текстом писали золотые перья, да, наших силовиков. Вот. И Путин в свое время оправдывал, в том числе перед силовиками, то, что он возвращает себе формальную власть, что Дима не справился, оказался слабым. И вот Медведеву тут надо показать, что он типа такой крутой, что он такой хам, что он не хуже, что он никакой не интеллигент, да, в шляпе, а такой же хам, как и остальные, или как большинство участников путинской правящей олигархии. Такой же хам и такой же хулиган, что называется. Он поэтому такую хамскую, хулиганскую, оскорбительную статью и написал. Другой вопрос, что, может быть, конечно, он одновременно выполняет какие-то функции, но, например, Путин решил сыграть с американцами в роль доброго и злого следователя. И в данном случае у Медведева, который всегда был как бы добрым следователем, роли поменялись, ему теперь приходится играть роль злого следователя, чтобы на его фоне и Путин казался более-менее как бы приличным. Хотя это как никого этим самым не запутаешь и не обманешь. Я думаю, скорее всего, все-таки это его собственная инициатива, попытка показать, что он типа теперь крутой, такой же хам, как и все. Сейчас же еще и в России идут всякие манипуляции, связанные с возможным опять преемничеством каким-то путинским. Да, вот, кстати, крутой кому показать? То есть на кого может быть ориентирована эта статья? Для кого? Для чего? Очевидно, что она ориентирована прежде всего, как мне кажется, на российскую правящую силовую олигархию, чтобы показать ей, что он тоже не, что называется, не лаптем делан, что он такой же, как они, хулиган, хам, и его также умеет наезжать и оскорблять и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, это личный его пиар-ход, что он себя хочет перед пацанами показать крутым, Дима Медведев. Вот. Может, ему и поручили написать статью, но он тут разошелся не по-детски, чтобы показать себя крутым. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Эйдман был с нами на прямой связи, публицист, российский социолог. Пане Дмитро, а вы как считаете, почему именно сейчас появилась статья Дмитрия Медведева и на кого действительно она ориентирована? И писал ли он ее сам или все же ретранслировал мысли Путина? Ну, я не верю, что в России кто-то может выступать с такими радикальными заявлениями, не получая на санкции Путина. Ну вот, просто не верю. По одной простой причине. Потому что если ты случайно не попадешь в тональность, то твоя политическая карьера закончится сразу. А раз у них политические карьеры все-таки продолжаются, значит, наверное, они ведут скоординированную политику. Почему это произошло? Мне кажется, что это вообще не связано с визитом Нуланд, потому что это ответ на предложение Зеленского о встрече. Вы заметили, что до этого было очень сильно педалировал Зеленский и даже говорил о том, что я хочу встречаться. Да, вот давайте встречаться. И вот Зеленскому в 4 пунктах ответили, какая он мразь, и что с ним никто вообще встречаться не будет. Ни при каких условиях. И оскорбительный тон – это как раз уничтожение Зеленского для того, чтобы он больше прекратил говорить о встрече. Потому что Путину сейчас невыгодна никакая встреча с Зеленским. Путин будет до последнего дотягивать встречу с Зеленским, встречу в нормандском формате, по одной простой причине. У него сейчас все будет хорошо в Европе. У него сейчас геополитически складывается ситуация, когда он через полгода сможет быть спасителем Европы от газового кризиса. Северный поток. То есть сейчас получилось развал, энергетический кризис в Европе. Кризис на энергетическом рынке. Получилась волатильность цен на газ. То есть европейская структура газового рынка показала нежизнеспособность. И тут такой Путин не только выходит с новым газом на Северном потоке, он еще и предлагает новую структуру рынка в Европе. А давайте мы стабилизируем рынок, потому что отдельно будет трубопроводный газ по стабильной цене, а вот отдельно будут спотовые торги. И он выходит спасителем, такая, знаете, на белой лошади возврат в европейскую политику. И вот после этого он будет встречаться с Зеленским. А до этого никаких встреч не будет. Но ему же надо объяснить, почему встреч не будет. И вот вам, пожалуйста, статья, которая направлена в основном на внутрироссийскую аудиторию. Потому что, если вы возьмете любой российский опрос, в России существует запрос населения на урегулирование украинской проблемы.
просто в зависимости от социальной группы это урегулирование разное. Да? Там, отпустите их в свободное плавание, давайте с ними договоримся, давайте их поддавим на нужные нам договоренности и давайте их оккупируем. Да? Вот на самом деле это все входит в одну логику. Решение украинской проблемы. И вот для решения украинской проблемы этого хочет избиратель в России. Этого хотят простые люди. Значит, власть должна им показать шаги в решение. Тут вдруг Зеленский говорит, давайте встречаться. Значит, надо вдруг народу объяснить, почему Путин не будет с ним встречаться. И вот заметьте, 4 абсолютно разных повода. То есть для каждого психотипа дали свою формулировку, что он забыл свой род, что он не самостоятельный внешнее управление, что он коррупционер, зарабатывающий деньги, и что он не держит свое слово. Знаете, абсолютно разные обвинения так вот выстроены, что каждый психотип человека получает свое оправдание, да, себе личное, в зависимости от своей структуры ценностей, шкалы ценностей. Вот эта статья. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Тюхсагун, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Дмитро Підтуркін, аналітик, засновник Шенградської легії та автор інформаційного ресурсу Петро Мазепа, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 4 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим нашу программу «Бугунь». Не переключайтесь. Коршкинч.